когда я в Москве учился в аспирантуре, значит, Но вопросы мы еще позадаем, если а? Вопросы еще позадаем, если можно. Можете задавать вопросы, я не помню. Это тоже правда. Так вот, значит, это у нас там орнитологическое общество, все нормально и так далее. И вдруг сверху приходит значит, приказ. Вот тогда был начальник Кремлевского гарнизона, большой любитель природы, он во внутренних прудах значит, разводил, ну не разводил, а вообще способствовал выведению этих диких уток. И они, когда утята становились на крыло, они перелетали через Кремлевскую стену и Москва-реку. Вот. Но ни одна молодая утка до Москва-реки не долетала. Этот период хорошо знали вороны и сидели, значит, на кремлевских стенах, наблюдали этот процесс. Те, значит, вот еле-еле летающие, значит, начинают перелетать через стену, вороны там вперед, левой лапой шибанут, и падает этот хороший крыло. И так следующий, вот ни одна не долетает, потому что они там поделили участки. И все в порядке. Этот в отчаянии, потому что, ну, вот столько ходил, там, прикармливал, он ставил домики для финёстых компаний. И даже вот мы, орнитологи, однажды были предупреждены, вот несколько нас присутствовали при одном замечательном ритуале. Вот больше никогда в истории не повторится. Это был единственный ритуал, свидетелем которого я явился. Значит, одна утка загнездилась не внутри Кремля, а снаружи, у стены, и возле мавзолея. И вот этот начальник гарнизона поставил отдельного часового возле этой утки, возле этой кладки. И вот когда эти птенчики все повыводились, но она уже привыкла. Для нее местом, она когда летала кормиться, ей надо было какой-то ориентир, где гнездо оставить. Вот ориентир был этот вот со штыком, молодец. Вот, она прилетала, она его как за ориентир и держала. То есть вот, и когда, значит, вот, они все повылуплялись, она их повела гуськом вот по всей Красной площади, туда, в сторону Москва-реки. А этот правый часовой топал торжественным шагом следом за ними, а за ним толпой мы орнитологи. Просто млели. Это же вообще на таком высоком уровне, то все вот такая демонстрация отношения к птицам. Вот. Ну, мы, в общем-то, были страшны, да, довольно. Вот это единственный случай, когда выводок достиг, значит, Москва-реки. И вот, но, в общем-то, это все было, так сказать, проблема только этого, как он называется, начальника гарнизона. Ну, больше никого там это не беспокоило. Ну вот наше, значит, политбюро, оно состояло из стариканов, а там, значит, вороны любили собираться под окнами этого Георгиевского дворца на этих деревьях и устраивать свои там политбюро, разбиралов, совещал. Вот они там галдят. Вот. Эти старцы, этих старцев раздражают, они их перебивают. Вся страна молчит, а эти сволочи, они там, да, они там что-то их мешают. Вот они, значит, дали задание. Вот. Ну, естественно, значит, вызвали наших самых выдающихся орнитологов страны и сказали, вот, сделайте так, чтобы вороны там не мешали нашей группировке. Освободите от ворон, значит, Кремль, чтобы их там не было больше. Вот. Ну, значит, вот совещание, то все, значит, очень серьезное задание правительства, то все, и вот собирается орнитологическое общество, начинают все там
говорить то, все, как быть, то, все. Ну и, короче говоря, значит, победила точка зрения, что надо их разгонять оттуда ловчими птицами. Вот, надо тренировать этих соколов. И вот эти сокола, они, значит, разгонят этих несчастных ворон, и все будет очень хорошо. Ну, договорились. Значит, сообщили это начальнику гарнизона. Начальник гарнизона, значит, под Подмосковье, значит, дал команду, чтобы эти очередной тех, которые там проходят воинскую службу, значит, выяснили, кто там занимался с ловчими птицами. Вот шаг вперед. Вот в тех, значит, подразделениях, где знали для чего, то есть чтобы в Кремле, они делали шаг вперед всей шеренгой. Ну, в общем, короче говоря, отобрали, значит, тех, которые действительно в этом деле что-то понимали, и вот нарядили их в кафтаны. Ну, были специальные еще со времен Ивана Грозного специальные кафтаны для этих сокольничьих. Вот. И вот они в нарядах сокольничьих с этими, значит, соколами на руке, с колпачками на голове у соколов, потому что они, чтобы не отвлекались, на них надевают колпачок, такая шапочка, через которую ничего не видно. А когда этот сокольничий видит потенциальную добычу, он снимает с него колпачок и подкидывает его вверх. Он догоняет эту добычу. В общем-то, да, в этом и заключается вся охота. Страшно красивая охота, потому что сокола не просто там так бьют, они делают ставки, то есть они залетают выше, чем добыча, потом сверху падают, вот, развивая скорость до 60 и более километров в час. Бьют, и вот, значит, если промахиваются, еще одна ставка, третья ставка. Вот. Ну, в общем, короче говоря, очень красивая, зрелищная охота. Действительно царская охота. Вот. И они вот такие разнаряженные ребята ходили. Вот. И действительно они навели там шороху среди ворон. А вороны вот не только потому, значит, оттуда изгоняли, они вороны, потому что, ну, гадили, мало того, что гадили везде там, вот, но и они обдирали по золоту на этих вот куполах Ивана Великого, вот. А по золоту они обдирали, потому что, значит, они очень любили развлечения, любимое развлечение кататься с горки. Вот они садились там на верхушку этой штуки, садились и съезжали. Следующая там по очереди садилась и съезжала. И они такие круги делали, и так катались. Ну, естественно, притормаживали, поэтому царапали все это дело. Вот. То есть они, ну как, вели себя очень нехорошо. Вот. Ну вот и действительно шороху навели, кому посчастливились, даже видели, как они там разделывали этих ворон, сверху давали на это, падали на них, разбивали там дребезги и так далее этих ворон. Все хорошо, прекрасно было. Через некоторое время, значит, эта замечательная картина перестала существовать. Ворон было столько же, сколько было раньше, но охотиться было не на кого. Вороны быстро разобрались, что, значит, сокола бьют только тех, кто слишком высоко летает. Ну как вот сильный политбюро. У них вообще, кто там внизу присмыкался, у них не то. Кто начинал залетать слишком высоко, они били. Вот. Ну и вот эти сокола точно так же себя ведут. Они, когда ворона там близко к земле летит, они даже не пытаются на них нападать, потому что он разгоняется со скоростью 60 км в час, промахнулся, значит, врезался в землю. На такой скорости у него никаких шансов.
Тормозной путь большой. Да, тормозной путь. Вот, короче говоря, сокола недорогие тоже. Они перестали обращать внимание вообще на ворон. И все. В общем, прогорели орнитологи со страшной силой. Вот. Не знают, собираются в очередной раз, беседуют, вот как бы между собой вот совещаются, что делать. Приехал из Ленинграда, значит, один очень крупный орнитолог, и, значит, страшно потешается на этих заседаниях. Он говорит: ребята, вы вот в нехорошее дело вляпались. Вот вы читали эти записки этих первых путешественников, которые были в России? Что их там больше всего поразило, этих путешественников? Вот. А их что поразило? Их поразило вот то, что на стенах Кремля были распяты там различные, так сказать, фигуры. Вот. Это как первые орнитологи были, которым вот тогдашние цари давали задание освободить Кремль от ворон. Они не справились. Вот, значит, каждый раз обновляли эту экспозицию. Вот. В общем, он потешался. На корм воронам. Дольник, а? На корм воронам. Да, на корм тем же воронам. Вот. Вот он вот всячески потешался над своими коллегами. Ну, а те не могли найти выход. Наконец нашли выход. Раз эти ловчие птицы не годятся, значит, есть другие ловчие птицы. Ястреба. Ястреба не залетают слишком высоко. Они охотятся в угон. Они догоняют и бьют, так сказать, на одном уровне эту птицу. Все. Поменяли соколов на ястребов. Вот. И действительно, ястреба там навели страшный шорох. Страшный. Наверное, почти половину популяции там, значит, перебили. Все. Орнитологи праздновали победу. Значит, ну как, вот показали свою эффективность и так далее. Может, теперь всех их повысить в ранге или еще что-нибудь. Ну вот. А потом он вдруг, ну, даже наблюдали, что некоторые вороны стали потихоньку разлетаться, значит, подальше от Кремля. Вот. А потом вдруг они, значит, обнаружили, что вот ловчие стирают этот каблучок с головы, значит, ястреба. А ястреб начинает к нему жаться в объятия, прячется ему под мышку. В общем, от вороны в страшном испуге. И все ястреба так стали себя вести. Жутко пугаются этих ворон. Вот. Мы стали расспрашивать, там, то все, эти орнитологи тоже, в общем, в панике. Не нашли эту причину. Ну там, значит, те, у которых там, у ловчих, у которых там, значит, что-нибудь не в порядке было с этим ястребом, их выбраковывали вместе с ястребом, он уже не годился. А там случались различные поломки у этих несчастных ястребов. Ну и списывали этих несчастных ребят, которые были ловчими. Ну, а вот орнитологи в конце концов догадались расспрашивать вот этих несчастных ребят, которых выгнали со службы ловчие. И выяснили, в конце концов, что вот все эти повреждения ястребов были связаны как раз с охотой на ворон. Вороны поняли, что это уже не сокола, вот, нечего летать понизу, вот, а, значит, все равно догонят, вот. Но они поняли еще и другое, что этот, значит, хищник развивает скорость гораздо большую, чем сама ворона может развить. Вот. И они, значит, выработали такую вот тактику. Они, когда видели этого ястреба, они начинали со страшной силой орать, но они не в любом месте орали, а только там, где у них была подготовлена, так сказать, экспозиция для их
действо. Вот, стали орать. А то в это время, значит, естественно, этот ловчий стирает клубочок, ворона тогда шарахается, начинает лететь, хлопать крыльями, вообще всячески привлекать внимание. Ну, естественно, ястреб набирает скорость, ворона летит, в общем-то, каждый раз оглядывается, не дай бог, отстанет или вообще прекратит преследование. И позволяет все приближаться и приближаться. Тут набирается совершенно бешеная скорость, а ворона летит, оказывается, ровно по направлению к стене Кремля. И, значит, когда уже вот сейчас вот-вот он ястреб ее схватывает, она складывает свои крылышки и падает на землю. А ястреб пролетает и врубается в эту стену Кремля. Естественно, он там сотрясение мозга или еще что-то получает. Вот. Валяется почти бездыханный, пока его не подберет этот ловчий. И вот так вот все ястребаты в конце концов были обучены не гоняться за вороной. Нейтрализованы. Ничего хорошего. У них там разные способы были. Иногда они, летали вот в эти бойницы вороны. Не только там бойницы, там вот эти слуховые окна и так далее. Очень узкие такие вещи. С развернутыми крыльями не пролетишь. Но они долетали до вот этих слуховых окон, складывали крылышки, пролетали пули через них, а ястреб не успевал крылышки складывать. И опять же рушился вдоль стены. Вот. Короче говоря, ястреба поняли, что это вообще не их дело, гоняться за воронами в Кремле. Вот. И, в общем, этот эксперимент проводился с тряской. Прилетел этот Тольник, такой радостный, веселый. Ну, говорит, кого из вас первых будет распинать? И так далее. Тут его просто хотели убить. Но без того уже руки были, руки опустились. И в конце концов вдруг вспомнили вот этого моего друга, который из Алматы, Сима. Он сейчас в Калининграде обитает. И сказали, ну что, он защитил кандидатскую диссертацию на эту тему. Почему он всех нас мучает? Вот пусть он приедет и пусть эту задачу решит. Притащили его. Вот. Он говорит, да, ну нет никаких проблем. Надо вот записать сигнал смертельной опасности. Вот. Мне мой друг вот из Фрунзе сказал, что это хорошо работает. Вот хорошо они там в Кремле не донесли про это, что это, вот еще я как-то к этому был причастен. Вот. И это, значит, он, ну вот, записал крик смертельной опасности. Ну, я ему уже рассказал, что вот, ходить самому, это все воспроизводить, это не очень хорошо, то так и заставит, и вот будешь там всю жизнь потом околачиваться. Вот надо, чтобы это милиционеры, у них матюгальники есть, все возможности есть. Вот. И, значит, он так это все и сделал. То есть я, опять же, тоже об этом делу лез, не в свою. Вот всегда надо как-то стреляться. Когда имеешь дело с начальством. Отцом у нас такие. Вот. В общем, короче говоря, настал торжественный момент, когда собрался там взвод этих милицейских машин с матюгальниками, которые все были направлены на вот эти вот места скопления ворон, а это места скопления ворон под окнами Георгиевского дворца. И когда, значит, начальник этого взвода увидел, что ворон собралось достаточно, что они там уже начали беспокоить высокое начальство, он дает команду: «Взвод!» И они, конечно, как рявкнули из всех своих матюгальников. Это, конечно, только милиция может так сделать. Это все, значит, старперы, они попадали со своих кресел. Смертельная опасность. Некоторые полезли под столы. Это же как гаубицами тупанули палками. Тут понял, что это Вороний Гай, это же матюгальники. Вот.
самые лучшие в Советском Союзе. И на полную мощность. Естественно, вороны тоже попадали. Никому до них дела нет уже. Вот, всех арестовали. Милиционеров арестовали. Вот этих вот наблюдателей арестовали. Вот этого моего друга несчастного арестовали. Самого начальника этой команды. Все, в общем, было очень тяжелое следствие, разборки и все прочее. В общем, с позором изгнали, так сказать, из Москвы, в общем, всех тех, кто устраивал все эти вещи. И в общем-то, вороны победили. Вот. Нет, чтобы из одного матюгальника с опытом. Вот. То есть, до сих пор бы работал этот метод. Кто значит, понимаешь? Вот, так что это очень серьезная проблема. Спасибо. У нас уже как бы время. Еще есть вопросы какие-то? И у нас я хотел, чтобы ты рассказал. Вопрос был. Как вы считаете, в какой момент человек вышел из Чуть громче, Степа, даже здесь. прошу прощения. Вы говорили, что человек вышел из-под естественного отбора. А в какой момент это случилось? Как это связано с культурой? То есть что было там? Ну вот окончательно вышел из-под действия естественного отбора он, когда получил культуру. Может быть, чуть-чуть раньше. Но совершенно точно, как появилась культура, с тех пор никакого естественного отбора не могло быть для человека. Потому что человек, значит, ну, положим, вот естественный отбор, он действует каким образом? Он выбраковывает особи с не совсем хорошими, положим, этими свойствами до того, как он достигнет возраста размножения. Потому что если он ухитрится, значит, передать вот свои гены следующему поколению, то это уже не отбор. Вот. Но вот с того момента, как появилась культура, ну, по-видимому, в зачаточном виде такие же вещи происходили и у неандертальцев, потому что у неандертальцев значит, находят захоронения, во-первых, это уже часть культуры захоронения, и находят людей, которые, то есть останки, которые принадлежали людям, которые явно не могли дожить до этого возраста с такого рода, значит, пороками. Ну, положим, те, у которых были достаточно тяжелые повреждения костей и так далее и тому подобное, при которых он не мог, так сказать, нормально передвигаться, уж тем более охотиться. Тем не менее, они были есть мальчики, которые тоже имели, значит, достаточно серьезные заболевания вот, по останкам, значит, обнаружены были эти вещи. Значит, они каким-то образом все-таки выживали, а выжить они могли только, если за ними был уход определенный. Кормили, поили, обихаживали. Это вот уже относится к области культуры. И это, так сказать, впервые появилось у неандертальцев. Если вот этого отбора уже не было, то тогда вот с этого момента человек перестал быть объектом отбора, и у него прекратилось видообразование. То есть он, так сказать, вот с тех пор и остался с тем набором наследственного, так сказать, вещества, тех, которые вот были на этот момент распространения культуры. Это, мы говорим момент, на самом деле это достаточно длительный процесс, но тем не менее в конечном счете человек получился недовидом. Я уже говорил о том, что для того, чтобы стать полным видом, нужно из всех стратегий
значит, размножения, которые были у предков, выбирать что-то одно. Вот. Но у человека все стратегии генетически обусловлены. Вот. Стратегии размножения. Поэтому он как вид, как биологический вид, значит, ну, не полностью состоялся. Это в этом его преимущество перед другими видами. Вообще биологически. Тогда вопрос, вот это антропологическое многообразие людей, там, расы, какие-то признаки, эти север, там, юг, оно с культурой или вдруг? В основном это результат культуры. И это, так сказать, замена, поскольку человек как бы выпал из природы, так сказать, то это замена видового разнообразия. То есть вот это все сообщество, потому что оно, как человеческое сообщество, смогло сохраниться только благодаря своему культурному, расовому и этническому. Спасибо. Ну тут вот, У нас когда мы с Александром разговаривали, мы вспомнили значит, великого Поршнева. У него прекрасное объяснение и вот этого этногенеза, значит, которое не, так сказать, как бы, не отменяет того, что я говорю, но как бы показывает механизм появления и размежевания, расхождения вот этих этносов. Это произошло на заре человеческой истории, и вот эти этносы разбежались. Ну вот, положим, индейцы Америки. Индейцы Америки произошли из одной группы, из одного центра, из того же центра, из которого, положим, те же тюрки. То есть мы тоже, в общем-то, из одного центра с индейцами. Вот. И если бы мы пошли в сторону Берингии, мы бы стали индейцами. Вот. Если бы мы пошли в сторону Тихого океана, мы бы стали японцами. А вот мы болтались по Центральной Азии. Вот стали тихоокеанцами. А сейчас дифференциация продолжается какая-то? Что? Сейчас дифференциация продолжается, или слишком все перемешивается? К сожалению, больше преобладает нивелирование и культуры, и этносов, и языков и так далее. Это как раз очень серьезная, опасная ловушка для сегодняшнего. Как бы ни была успешна современная глобальная цивилизация, как бы ни был великолепен английский язык, вот, и как бы, значит, ни были, значит, замечательные, значит, ценности западной цивилизации, вот, они одни, если они только одни останутся, вот, могут завести человечество только в, так сказать, небытие.